Целую неделю они интенсивно учили чувашский язык на природе и знакомились с традициями нашей республики. Уже в 9-й раз на берегу Суры в Ядринском районе работал летний лагерь «Хавал», который собрал участников из разных уголков страны и зарубежья. Ферран из Каталонии только начинает говорить на чувашском. На вопрос, что же привело его в нашу республику, отвечает – любовь к языкам. А в нашей стране настоящее многообразие национальных языков. Когда появилась возможность учить чувашский, я приехал сюда. И если когда-нибудь будет возможность ходить на лагерь, не знаю, татарского или удмуртского или марийского, я тоже туда с удовольствием поеду. Я знаю, что я язык не глубоко выучи, то есть не в совершенстве, но чтобы знать, как строится язык и как звучит, это очень интересно. Здесь не важно, кто ты – носитель чувашского языка, украинец, немец или каталонец. Всех объединяет одно – желание заговорить по-чувашски. Если коренные жители республики хотят добиться чистоты произношения, то участникам другой национальности интереснее узнать, как устроен один из самых древних тюркских языков. Например, Артем Федоринчик из Киева настолько заинтересовался чувашским, что уже сам начал составлять уроки для его изучения. Я вижу, что есть спрос на чувашский язык, но очень сложная ситуация с учебными материалами. Они часто несовременные, по ним сложно учиться и так далее, и так далее. Поэтому я понимаю, что, занимаясь, например, итальянским языком и создавая какое-нибудь пособие по итальянскому языку, я создам 41-е пособие, что, в общем, не имеет особого значения. А для чувашского языка, действительно, мне кажется, я мог бы внести свою какую-то лепту. А Франсис Тайерс развивает синтезатор речи для чувашского языка. Говорит, помочь в этом могут все желающие. Нужны тысячи голосов – мужские, женские, детские, взрослые. Тавсана, Вильям Зерхаловым. Нужны голоса как носителей языка, так и тех, кто говорит с акцентом. В этом году лагерь «Хавал» собрал больше 40 участников. Всех поделили на 4 группы по уровню владения языком. Самые маленькие учили чувашский в игровой форме. Занятия по чувашскому языку, игры, круглые столы, экскурсии и лекции. На смене была расписана каждая минута. Организаторам удалось привлечь к этому проекту и лекторов из зарубежных стран, экспертов в самых разных областях – лингвистике, литературной критике, искусстве и музыке. Анастасия Евгеньева, Вести Чувашия.